Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Муж с женой дружно, долгое время живут вместе. Все хорошо, дружно живут, душа в душу. Но у каждого человека есть свой мешочек терпения. И в один из дней мешочек терпения мужа и жены переполнились. Начали они возмущаться. Слово за слово произошел конфликт. Много ненужных, неприятных, раняющих душу и сердце слов было сказано. Жена сказала: все, бойкот. Ты меня обидел, я больше с тобой не разговариваю. Муж на эти слова ответил: «Хой, больно хорошо! Наконец-то мои уши от твоей болтовни отдохнут. Ну, наконец-то же!» Такими словами начался их период молчания. Один день молчали, второй день молчали, третий день, проведя в молчании, муж решает пойти на примирение. Зная, что тот, кто сделал первый шаг к примирению, ему Аллах Тааля построит в центре рая дом, он подошел к жене, обнял ее, поцеловал и сказал: «Дорогая, прости меня, это я виноват, я не должен был так говорить, не держи зло на меня». Но жена сильно обиделась, сказала: «Я тебе сказала, не разговаривай, вот теперь мучайся, не разговариваю я с тобой больше». И четвертый день не разговаривая проходит, и пятый день проходит в молчании. На шестой день супруга проснулась и видит, что муж что-то ищет в шкафах, переворачивает все с ног на голову, не оставляет после себя порядка. Жена спросила бы: «Что ты там ищешь?» Ответила бы, где что лежит, потому что убирается в основном жена дома. Она знает, где что лежит. Но она обиделась и не разговаривает. Муж перевернул один шкаф, разворотил второй шкаф. Принявшись за третий шкаф, у жены терпение лопается, и она уже с возмущением обращается: «Ну что ты там ищешь в конце концов?» Муж, как ни в чем не бывало: «Нашел. Твой голос искал, любимая, твой голос искал», — ответил он. После этих слов вся обида, вся злоба, ненависть у жены пропала, она засмеялась и простила его. Из этой истории, жизненной истории, это быль, можно извлечь несколько примеров. Во-первых, уметь давать друг другу слово. Выговориться нужно дать. Порой, когда мешочек терпения у мужа переполняется, жена должна молчать. Пусть выскажется, пусть скажет то, что накипело. Также у жены, когда мешочек терпения переполнился, муж также должен не говорить, не добавлять дров в костер и дать выговориться супруге. Но когда обиделись, не нужно держать злобу, потому что если человек держит злобу на другого человека больше 3 дней, то это становится грехом. И тот, кто первый сделает шаг к примирению, тот получит благость от Всевышнего. Того Аллаха Тааля приблизит к своей милости. И третий – это уметь жить с юмором. Никогда не теряйте чувство юмора. И тогда, Аллах верса, вы будете счастливы в ваших взаимоотношениях с женой, с близкими, с друзьями, с родственниками. Аллах верса, будет все в порядке. Аллах Тааля пусть каждому из нас удостоит жить счастливо. Ведь Али ради Аллаху анху в одном из тафсиров, объяснений к одной из великих молитв «Раббана», он сказал, что в этом мире Аллах Тааля наилучшее может дать это для женщин супруга
для мужчин супруг, жен их вторых половинок. Поэтому Аллах Та'аля пусть нас удостоит, чтобы мы жили счастливо, уступали друг другу, и это счастье проявлялось и в нашей духовной, и в нашей обыденной жизни. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.